Глава Коми Владимир Уйба записал новое обращение к жителям республики. Смотрите его прямо сейчас. Бурлун Донайортис. Добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня в своем видеообращении расскажу вам о том, как идет реализация проекта формирования комфортной городской среды. Это национальный проект «Жилье и городская среда». Голосование по проекту благоустройства городов республики уже началось. Принимать в нем участие может каждый житель нашего региона с 14 лет. Голосование продлится до 30 мая 2022 года. Каждый из 9 городов республики определил территории, которые требуют благоустройства. Всего представлено 40 общественных мест и дизайн-проектов. В Сыктывкаре больше всего 11, 3 в Воркуте, 5 в Инте, 1 в Печоре, 2 в Емве и по 4 территории Усенск, Ухта, Сосногорск и Жешерт. Проекты предлагают обустройство городских скверов, территорий общего пользования, автостоянок, мемориалов, пешеходные зоны, площади, фонтаны, тротуары, детские и спортивные площадки. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, будут благоустроены в 2023 году в приоритетном порядке. Ознакомиться с проектами можно на платформе 11.городсреда.ру. Выбрать понравившийся дизайн-проект можно на единой федеральной платформе за.горсреда.ру, или в личном кабинете на портале госуслуг. Поскольку есть еще время, я призываю всех, уважаемых жителей республики, проявить активность и отдать свой голос за наиболее понравившийся проект. Безусловно, это точно совершенно внесет лепту в признание победителем того или иного проекта, а наши города станут еще более привлекательнее, еще более красивее. По эпидобстановке. За сутки выявлено 65 случаев заболевания коронавирусом. Вчера было 70. Мы планомерно снижаемся. Это очень хорошо. Из наибольших случаев, которые по городам и населенным пунктам, Сыктывкар 26 случаев, Ухта 13, и далее со снижением Троицко-Печорск, Усть-Вым по 5 случаев. Мы пока не сворачиваем коечный фонд. У нас 395 коек развернуто, это достаточно на сегодняшний уровень заболеваемости. Занято 274 койки, что тоже говорит о том, что все-таки достаточно большое количество наших жителей болеет именно в стационаре. Поэтому, уважаемые жители республики, берегите друг друга, не болейте. До следующей встречи. Всего вам самого доброго.